Атактуу спортчу Александр Воинов жана белгилүү телеалпаруучу Асоль Малдахматованын уулу Жан Воинов жаш болсо дагы бий боюнча бир катар эл аралык сынактарга катышып биринчиликти багынтып келет. Ал эле эмес мындай чакан студияда бий боюнча сабак берип, шакирттерин тарбиялайт. А сколько времени ты уже преподаешь? 1,5 года. А тебе нравится больше вот учить кого-то или самому танцевать? Ну, когда ты учишь кого-то, ты сам танцуешь. Жан Воиновдун багынткан ийгиликтери тууралуу айтсак, ал жаңы бий сеансы 2011, көчө ыргактарынын өнөр позу 2011, 2012 жылы Лос-Анджелесте өткөн дүйнөлүк бий сынагынын жана башка көптөгөн бий боюнча мелдештеринин жеңүүчүсү. Учурда капчыгында бир топ сыйлыктар, дипломдор бар. 2,5 года, я танцую 2,5, 3 года уже. И связано это с тем, что я увидел видео на YouTube. Это было видео японских танцоров. Я даже не могу сказать именно кто. Очень много видео, разных видео, не одно видео. И после этого видео мне захотелось танцевать. Я как бы начал учиться сам танцевать. После этого я пошел на одну вечеринку в клуб. Называлась она School Party. Там были все школьники, и была танцевальная группа Let's Dance. Мне очень понравилось, как они танцуют. Я позвонил и решил записаться на танцы. Должно быть хорошее просто желание, и нужно упорно тренироваться. И мне все далось как бы легко, потому что до этого я занимался спортом, футболом, и как бы, мне кажется, движения немного взаимосвязаны со всем. Первый фестиваль был после месяца моих тренировок, это был Feel the Sense в Алмате. Это был очень большой международный фестиваль, там я не прошел отбор. После этого, через 1,5 месяца, я поехал на фестиваль под названием New Dance Session в Алмате. И я выиграл через 1,5 месяца в номинации Locking. И после этого я начал танцевать, тренироваться, профессионально заниматься. Жан учурда 10-класстын окуучусу. Аны менен катар жогоруда айтылгандай Борбор калабыздагы бий студияларынын биринде сабак берет. Анан да эл аралык сынак фестивалдарга катышып жүрөт. Мындан улам мектепке жетишпей калган учурлары болот, а бирок ал маанилүү деле эмес. Баамында ар бир адам каалаган, жактырган иши менен алек болсо, ал да канча пайдалуураак. Я не считаю, что я обязан закончить школу на отлично. Это, конечно, хорошо, но я не считаю, что это... Если ты закончишь школу на 3, если ты закончишь школу на 4 или на 5, я не считаю, что это повлияет на твою работу. Или я знаю, 93% миллионеров, они вообще не закончили школу. Я не считаю, что это просто везение. Это если человек сам мыслит хорошо и он умный сам по себе, то он останется таким на всю жизнь. А умный человек это какой человек, по твоим оценкам? Но совершает умные поступки, не делает глупых вещей в таком роде. А ты себя считаешь умным человеком? Я не знаю. Я не могу говорить о себе, критиковать себя. Азбы көппө атактуулукка жетишкен жигитке ашыккан кыздар, талантын сыйлаган күйөрмандары жок эмес. Кээ бири тынымсыз телефон чалып кезигүүдө издешет. А бирок Жан аларга түшүнүү менен мамиле кылат. Звонят, бывает каждый день, каждый час, такое бывало. Надоедает, но я говорю, что это не я, бывает такое. Звездная болезнь, есть такое понятие, да? Нет. Ты уже достаточно такой... С таким не встречался. С таким не встречался и знаю, что не встречусь, потому что я люблю свое дело, получаю удовольствие, и я знаю, каково это. И я знаю, что часто это бывает у известных артистов, певцов, актеров. Я не думаю, что это произойдет со мной. Я постараюсь. Жан жеке жашоосу тууралуу маектешкиси келбейт. Айтымында журналисттерди анын таланты, чыгармачылыгы гана кызыктырышы керек. Ошентсе дагы бул жааттагы бир катар суроолорубузду узаттык. Каарманыбыздын апасы Асоль Малдахматова мындан бир нече убакыт мурда турмушка чыкканы белгилүү. Буга Жандын көз карашы түз. Ал үчүн апасынын бактылуу болушу өтө маанилүү. Это личная жизнь моей мамы, и если она счастлива, я тоже счастлив. А с папой ты часто видишься? Конечно. Мой папа, мой отец, я с ним общаюсь. Твои планы на будущее? Я еду в Америку учиться, танцевать, сниматься в фильмах, клипах. Хочу стать голливудским актером, может быть, танцором. Ну, я практически уже на пути к этому. Не практически, а на пути к этому. Я знаю, как это сделать. У меня есть много приглашений. Может быть, там 3-4 года я хочу как бы подняться там и приехать сюда. Доказать всем, что Кыргызстан на высоком уровне, и не только
его знают из-за революции или что-то в этом роде, чтобы знали, что здесь есть хорошие, настоящие танцоры. Вот. Күлгүн курагында башка жигиттер сыяктуу эле кыздарга да кызыгат. А бирок жашоосунун маңызын бий түзөт. Андыктан убактысынын дээрлик көпчүлүгүн жан дүйнөсүн ээлеген бийге арнагандан тажабайт.